По поручению Рахмона в Таджикистане разработают концепцию национальной обороны. Генеральная прокуратура Таджикистана запросила для Абу Дауд пожизненный срок. МИД Кыргызстана призвала своих граждан воздержаться от поездок в Таджикистан. Верховный суд России ликвидировал Федерацию мигрантов России. В Кремле заявили о существенном продвижении в делимитаризации Украины. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту отметил необходимость усиления борьбы с преступлениями террористической и экстремистской направленности, в том числе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. В этой связи глава государства поручил Генеральной прокуратуре, Госкомитету национальной безопасности, МВД совместно с другими структурами рассмотреть вопрос о создании единого информационного центра. Сложная ситуация в современном мире вынуждает нас принять меры для модернизации и оснащения вооруженных сил. В этой связи Министерству обороны необходимо разработать концепцию национальной обороны, отметил президент. Генеральная прокуратура Таджикистана требует пожизненное заключение для боевика группировки «Исламское государство» Парвиза Саидрахмонова, известного как Абу Дауд. Он был экстрадирован из Турции на родину в сентябре этого года. Судебный процесс над боевиком проходит в суде города Душанбе. Как сообщает радио Зодис со ссылкой на свои источники, Парвиз Саидрахмонов обвиняется в терроризме, убийстве, захвате заложников, вербовке и участии в боевых действиях на территории иностранного государства, организации террористической организации. Таджикские власти считают 35-летнего Парвиза Саидрахмонова одним из опаснейших вербовщиков и проповедников идей исламского государства. Сообщается, что он завербовал в ряды исламского государства более 200 человек. По запросу России он находился в списке разыскиваемых лиц Интерпола. Парвиз Саидрахмонов, по словам близких, находился на заработках в России и оттуда выехал в Ирак, где присоединился к боевикам террористической организации «Исламское государство». Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от любых поездок в Республику Таджикистан или транзитного маршрута следования в другие страны через территорию Таджикистана. В опубликованном 22 декабря сообщении внешнеполитического ведомства Кыргызстана говорится, что рекомендации связаны с продолжающимися ограничительными мерами для граждан Кыргызской республики на въезд в Республику Таджикистан. О каких ограничительных мерах идет речь, неизвестно. Граница со стороны Таджикистана открыта, а граница Кыргызстана остается закрытой для таджикистанцев 21 мая 2021 года после произошедшего 28-30 апреля вооруженного столкновения на таджикско-кыргызской границе. Гражданам Кыргызстана посоветовали для получения необходимой информации и консультаций по вопросам въезда-выезда в Республике Таджикистан обратиться в консульский департамент МИД Кыргызской Республики и посольство Кыргызской Республики в Душанбе. Верховный суд решил ликвидировать работающую с 2007 года Федерацию мигрантов России. Кроме просветительской работы, она проводила спортивные мероприятия и вела предпринимательскую деятельность. Суд счел это нарушением закона, передает РБК. Решение Верховного суда по административному иску ведомства о ликвидации ФМР было вынесено 18 августа. 20 декабря апелляционная инстанция суда признала его законным и оставила без изменений. Апелляцию Федерации мигрантов России давала на решение о ликвидации организации, принятое Верховным судом ранее по иску Минюста. Минюст обратился в суд с просьбой ликвидировать общественную организацию, мотивировав это тем, что она работала с грубыми неустранимыми нарушениями законодательства Российской Федерации. В том числе вела деятельность, которая противоречила ее уставным целям и была связана с организацией и проведением массовых акций и публичных мероприятий в период приостановления деятельности Федерации, следует из решения от 18 августа. Также Минюст счел нарушением уставных целей организации проведения спортивных турниров по ММА и предпринимательскую деятельность, которую вела Федерация. Президент Федерации мигрантов России Вадим Каженов подтвердил РБК информацию об удовлетворении Верховным судом иска Минюста. Основанием для иска стали претензии к уставу организации, который не менялся с 2007 года, сообщил президент Федерации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что можно констатировать существенное продвижение в демилитаризации Украины, передает РБК. Песков отвечал на вопрос журналистов относительно заявления президента, что у Украины снизился оборонный потенциал. Его спросили, служит ли это свидетельством выполнения цели по демилитаризации Украины. «Можно констатировать здесь существенное продвижение в демилитаризации», ответил Песков. Представители Кремля попросили также прокомментировать заявление Путина о желании завершить конфликт на Украине. Чем быстрее, тем лучше. И о словах Байдена о готовности к личной встрече с российским коллегой. Никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Об этом Путин неоднократно говорил. Но, конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые Российская Федерация перед собой ставит, ответил Песков. Накануне, 22 декабря, Путин после заседания Госсовета пообщался с журналистами и заявил, что украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется. В отличие от той же промышленности Украины, мы же развивали за последние десятилетия эту нашу промышленность, в том числе оборонную промышленность. Мы развивали нашу военную науку и технологии, сказал он. При этом, отметил президент, для России не представляет угрозы поставки западных вооружений Киеву и, в частности, зенитно-ракетного комплекса «Патриот», передать который Украине пообещали США. Вместе с тем, по словам Путина, Россия стремится закончить эту войну и не собирается раскручивать маховик, а все конфликтующие стороны всегда рано или поздно садятся за стол переговоров и договариваются. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывается от диалога.